Да не надо мне делать, из меня вообще делать героя. Я говорю, я простой человек, говорю, я не герой, говорю, я просто говорю, люблю свою родину. Мы готовились к домашнему аресту с Надеждой такой. И Алексей говорит, Алексей зацепился, то есть председатель суда начал там что-то хамить. Алексей там поднял вопрос по статьям, что, говорит, никуда вы не денетесь, все равно вы решение измените. Ну и здесь этот судья психует, закрывает дело. Суд пошел на совещание. Ушел где-то полчаса-полтора не было. Алексей говорит, сейчас, говорит, домашний арест. Полтора часа не было, потом пришел судья и начал читать приговор. Здесь выходит, что они меня отпускают под... И обязательства о явке. По явке, да. Обалдели. Даже адвокаты обалдели. Даже Алексей обалдел. Опешили оба адвоката. Я вообще шокирован был. Я не понял даже, что происходит. Ну, в то же время новость была приятная, конечно, что там мать, думал, сейчас к ней повезут, думал, сейчас выпустят, к ней сразу домой. Там она, бедная, там наготовила, чтобы встречать зятя. Но меня когда вывели, посадили в автобус, я понял, что в СИЗО меня не везут. Я говорю, почему зала? А решение было зала суда. Просто мы на это внимание не приняли. Нам не дали решение на руки, пока я не ушел, пока я не сел в этот бусик. Они решение Алексею не дали на руки. И когда мы уже сели в бусик, начали выезжать, Алексей только тогда получил решение суда и прочитал, что освободит зала суда. То есть судья даже не дочитал до конца, что освободит зала суда. Приехали в ФСБ. ФСБ приехали, следователь с нами же уехал. Я думаю, ну, может, ФСБшные подвалы сейчас опустят, я думаю, это может. Я не знаю, такая мысль была. Подскочила несколько раз, потому что не знали, что от них ждать. Ну, потом вышел следователь, принес мой паспорт. Говорит, распиши здесь, что ты получил паспорт. Я говорю, ну а где он? Он показал, вот, говорит, ну я отдаю вот сопровождающим, я тебе на месте отдаду. Когда выехали мы опять с ФСБ, выехали, так, говорю, куда мы едем? Он говорит, ну, мы летим в Москву. Основания какие, почему мы летим в Москву? Он говорит, ну, есть такая указиловка, что тебя вывезти в Москву. Но не говорят, что там обмен. Я говорю, выбор. Говорит, у вас выбора нету. Я говорю, если я не хочу, я откажусь. Он говорит, ну, говорит, об этом даже разговаривать не буду. Ну, я понял, что в любом случае, если я даже начну сопротивляться, они меня сломают, скрутят, наручники оденут, затолкнут в самолет. Я думаю, сопротивление бесполезно. Бекиров у них, во-первых, был как кость поперек горла. Вместе с Ладиным и Ислямом, адвокатом. Как кость в горле был. Поэтому все, они хоть и говорят, там, что там ваше ЕСПЧ, там, ваши требования, мы не хотим даже, то есть нам это все, мол, по барабану, мол, все равно. Но в то же время им нужны были давать отчеты, что я был в больнице. Потом вывозят в Семашко чисто бегло сотрудникам ФСБ, то есть нештатным сотрудникам ФСБ врачей. Они заключение делают. И по их заключениям получается, что я самый здоровый в СИЗО, самый спортсмен такой. Моя позиция политическая о том, что все, что происходит с моим народом, я не в задние ряды не убегал. Я всегда шел в первых рядах и не боялся этого. Моя активная позиция. Я никому не желаю зла, но в то же время я хочу, чтобы должно быть все по справедливости. Моя родина должна быть свободной. Где бы я ни находился, где бы ни находились мои дети, внуки, они должны знать, что есть Крым, что есть их родина, и они могут в любую минуту свободно вернуться и жить спокойно. Вот что такое родина. Уверенность в жизни, уверенность, гарантия, страховка завтрашнего дня. Он не просто вернется, он вернется к Крымско-Татарской автономной республике, как он был раньше, в составе Украины, однозначно был. И я верю, что этот день настанет.
И я знаю, что мои дети, внуки, дети еще поживут в Крымско-Татарской автономной республике.